Здравствуйте, уважаемые участники университетских суббот Акмолинского университета. Мы продолжаем с вами рассматривать тему Soft Skills. Вы могли раньше видеть этот ролик уже по данной тематике о креативных навыках. Если зайдете на YouTube, наш канал БГПУ и плейлист «Университетские субботы». Креативные навыки мы рассмотрели. Обратите внимание, если вы не видели данный видеоролик, посмотрите его, пожалуйста. Здесь мы подробно говорим о том, что такое soft skills. Напоминаю, soft skills – это гибкие или мягкие навыки, которые нам необходимы в любой профессии. Следующее, из чего состоит soft skills, это ораторские навыки. Как раз сегодня о них мы и поговорим. Следующая тема – это умение работать с информацией, она ожидает вас тоже в ноябре. Навыки самоорганизации – это декабрьская тема, и стрессоустойчивость мы оставим уже на будущий год. Итак, план, надеюсь, ясен. Если да, то кивните, я не увижу, но очень-очень вам верю. Итак, говорим про ораторские навыки. Что же такое ораторское искусство или еще по-другому называют коммуникация? Можем дописать. Коммуникация. Итак, подумайте, не обязательно сейчас говорить или вот тоже очень советую вам проговаривать вслух какие-то понятия, на самом деле они помогают нам сконцентрироваться свое внимание на отдельном элементе. Итак, оратор или спикер – это человек, который хорошо владеет темой, умеет ее представлять и грамотно говорить о ней. Когда мы определились с понятием, мы сразу начинаем вспоминать ораторов или спикеров. Назовите, по крайней мере, 3 оратора или спикера, которые вы знаете. Это могут быть YouTube-блогеры, могут быть Instagram-блогеры, возможно, это какие-то люди, которые знакомы вам с детства, с передач, либо вы знаете такого преподавателя, который свою информацию доносит таким образом, что это можно слушать, например, как выступление TEDx. И первое, что вы вспомнили, это его образ и то, что он говорил. Теперь внимание! Вижу и слышу – это то, что мы называем как раз-таки каналами информации. Так напишу. Каналы. Теперь такой вопрос к вам. Как вы думаете, что мы лучше воспринимаем? То, что мы видим, или то, что мы слышим? Подумайте, пожалуйста, 5 секунд. 5, 4, 3, 2. Итак, то, что мы слышим, мы воспринимаем примерно на 10%. То есть вся информация, которая к нам поступает только в виде аудио, мы воспринимаем на 10%, а то, что мы видим, на 90%. Таким образом, следующий вопрос. Как вы думаете, что важнее, что мы говорим, как мы говорим или как мы выглядим? Подумайте над этим, такой небольшой квиз. А пока вы думаете, я предложу вам пару ответов. Итак, если вы выбрали, что говорить важнее, поздравляю, вы выиграли. Если вы выбрали, как говорить, поздравляю, вы тоже выиграли. Если вы выбрали, как выглядеть, поздравляю, вы тоже выиграли. На самом деле все это важно, только в основных особенностях. Итак, ораторское искусство заключается в том, что мы говорим. Для того, чтобы говорить уверенно о своей теме, и, например, когда вы импровизируете, говорите в какой-то незнакомой обстановке, компании, важно подготовиться. Маленькие шаги – это те инструменты, которые помогут вам говорить более уверенно. Вы должны хорошо знать свою тему, понимать ее. Если вдруг вы что-то не знаете, то заранее напишите себе план вашего выступления, где четко по пунктам вы рассмотрите, что я буду говорить в начале, что в конце, что дальше. Как вы заметили, мне было просто вам рассказывать, например, о том, что нас ждет, потому что у меня был план. Здесь не были все мои слова, но здесь определенно были те точки, на которые я могла опереться. То есть, как вам рассказать о том, что нужно посмотреть видео, которое было до этого, первое? Просто написать название и дальше уже эту мысль развернуть. Итак, что говорить, с этим все понятно? Надеюсь, да. Как говорить? Вопрос о том, как говорить, напрямую связан с тем, как мы говорим, наша дикция, наши жесты. Так вот, есть очень хорошее упражнение, которое называется лестница. На самом деле оно покажется вам, возможно, смешным. Вы начинаете подниматься голосом
или опускаться, смотря как вам удобно. То есть вы можете сказать, например, одну фразу с понижением тона. Ораторское искусство. И наоборот, искусство ораторское. Это выглядит смешно, но это очень полезно для голоса. Меня поймут те люди, у которых голос иногда при выступлении начинает скакать. Вот чтобы такого не было, обязательно проделайте это упражнение как лестница и также добавьте скороговорки. Но скороговорки добавить следует те, которые вы проговариваете именно на дыхании. То есть есть скороговорка, которая называется «на скакалке я скачу». Вы стоите ровно, прямо и говорите «на скакалке я скачу» и держать дыхание хочу. То есть эта скороговорка направлена как раз-таки на то, чтобы проговорить фразу на одном дыхании. Или следующее. Как на горке, на пригорке танцевали 33 Егорки. Раз Егорка, два Егорка, три Егорка. И так до 33. Очень полезное упражнение на развитие дыхания. Следующий момент, о котором мы поговорим, это как выглядеть. Как выглядеть очень связано с тем, как мы выражаем свои эмоции. О том, что такое эмоции и как их выражать, вы тоже можете посмотреть у нас на канале. Это проект «Просвет». И ролик называется «Развитие личностного потенциала». Здесь как раз-таки мы будем говорить об эмоциональном интеллекте очень подробно. Итак, как выглядеть? Выглядеть нужно соответствующе. Если это какое-то выступление, связанное, например, в школе у вас или на конференции какой-то молодые научные работы, кто особенно себя видит в науке в дальнейшем, в профессии, то выглядеть нужно солидно. Если вы выступаете перед своими сверстниками, то выглядеть нужно опрятно, но при этом не слишком по-деловому. Итак, перейдем к эмоциональному интеллекту. Про сам эмоциональный интеллект я вам сказала, где найти. Теперь давайте потренируемся. Смотрите, какая эмоция чаще всего вызвана тем, что вам хочется убежать? Подумайте. Какая-то эмоция, когда вы хотите убежать. Я надеюсь, вы назвали эту эмоцию вслух. Тоже внимание, если вдруг вы говорите про... Я, например, скажу это сейчас вслух, эту эмоцию, но она будет очень рядом с теми чувствами, которые вы испытываете, это тоже правильно. Итак, желание убежать у нас возникает при страхе. Итак, вот такая картинка. Хорошо. Потренируемся еще раз. Желание все ломать, кого-то ударить или что-то ударить. Тоже вам время. Надеюсь, тоже справились. И это эмоция злости. Такой вот у нас злой парень. Хорошо. Ну и следующее. Не совсем будет прямо понятно, о чем это, но надеюсь, вы поймете. Итак, желание стать больше. Подумайте, просто сядьте, подумайте, когда нам хочется стать больше, что я хочу сделать, чтобы стать больше. Хочу раскрыть руки или кого-то обнять. Это эмоция радости. Это небольшое упражнение, которое помогает вам определять эмоции. Итак, вам небольшое упражнение. Попробуйте поиграть в игру, которая называется из «Мстителей» «Доктор Стрэндж». С чем оно связано? Ну, я думаю... Так, куда? Вот сюда. Я думаю, что вы все знаете этот фильм из «Мстителей» и помните, что этот доктор рассматривал разные варианты. Попробуйте за ту неделю, которая вас ожидает в будущем, контролировать свои эмоции таким образом, чтобы задавать себе 3 вопроса. Что я чувствую? Что я чувствую? Как это меня меняет? Как это меня меняет? Что будет дальше? Что будет дальше? Что это такое? Например, кто-то толкнул вас. Что вы чувствуете? Вы чувствуете ненависть, возможно, вы чувствуете негодование, возможно, где-то вы чувствуете страх, смотря кто вас ударил. Как это меня меняет? Вы становитесь более эмоциональным. Что будет дальше? Если вы ответите, ситуация повернется в лучшую или в худшую сторону,
Смотря как. То есть здесь нужно очень четко понимать, что наши эмоции не контролируют нас, это мы контролируем эмоции. Надеюсь, про ораторское искусство и то, как производить коммуникацию с людьми, как учитывать их эмоциональный интеллект, все понятно. Мы встретимся с вами в следующий раз над умением работать с информацией, где поговорим про мнемотехники. Надеюсь, вам понравилось и понравится следующая тема. Хорошего дня!